Дебихан Евлоева живет здесь уже больше 10 лет. За это время к перебоям подачи воды, признается, она уже привыкла. Если раньше получалось хоть изредка поливать огород, то сейчас эти грядки постепенно начинают высыхать. Воды здесь нет уже больше 2 недель. Полное отсутствие живительной влаги в конечном итоге отражается не только на растениях, но и на членах семьи, что в первую очередь бьет им же по карману. Стабильно среду вообще холостронхи. Я уху хаяташ, я вообще хи холострон. Шангуш да хажил. Я штисай я тару ясен я беш даю аз до хидот штиёгали дамалин хамиос. А вот местные власти утверждают, что подвоз воды ими осуществляется регулярно. Даже автомойки в городе по их же указанию сейчас закрыты. По графику мы доставляем воду. Есть машины, которые подвозят воду для жителей города. Это станица Вознесеновская и хребет, наша оползневая зона, куда практически, в принципе, у нас были проблемы с этой водой. Отсюда вопрос, почему вода не доходит до каждого, и очевидно на него ответ. Недостаточное оповещение местными властями жителей города, которые не знают, где и как ее забирать. Пока местные власти пытаются решить проблему с водоснабжением, жители города Воинской Славы делают свои выводы относительно виновника происходящего. Одной из причин отсутствия воды они считают перебои в электроснабжении. При отключении электроэнергии мы не успеваем и качать не получается без электроэнергии. Из-за этого никак не получается набрать воду. Вообще-то мы должны были, конечно, отключить водоканал, по идее должны были, потому что сегодня огромные долги по водоканалу перед энергетиками, но тем не менее, имея даже такие долги, мы сегодня не отключили не отключали и не собираемся отключать ни один объект водоснабжения. Еще одна причина перебоев водоснабжения – это изношенность водопроводных сетей. Большинство из них проложено еще в 40-х годах и за это время пришли в негодность. Из-за частых порывов больше половины воды уходит под землю, а потому решение этого вопроса для местных властей в приоритете. Возле развилки, где стоит танк, оттуда отдельно будет проложен водопровод, который будет подавать на 14-ю площадку. Это не в обход Малгобека, не Сагопщи, Псидах, Инарки, а напрямую будет поставляться нам вода. Вот это, если проложить вот эту трубу и отдельно нам будут качать, тогда, наверное, вот эта проблема она будет решена. Вот только в нехватке водных ресурсов виноваты и сами жители Малгобека. Рядом с этим домом, к примеру, видны полувысохшие лужи, откуда нетрудно догадаться. А вот здесь и вовсе полный бассейн. Видимо, кого-то даже перебои в водоснабжении не научили, что желанную для всех воду нужно экономить. Мадина Пугоева, Гапур Чаркиев, Новости 24.